Здравствуйте, уважаемые читатели БНКоми. Меня зовут Литвин Даниил, я руководитель кулинарной мастерской. И сегодня я вас познакомлю с блюдом, подготовленным к новогоднему столу. В этом новом году мы будем с вами готовить дорадо, запеченное с овощами. Итак, нам понадобится дорадо, отварной картофель, цукини, болгарский перец, баклажан, несколько помидорок черри. Для того, чтобы приготовить дорадо, мы ее сперва с вами расфилируем. Для этого нужно удалить кость и внутренности и оставить вот такой замечательный карман. Удалить глаза и жабры. После этого нашу замечательную дорадо мы будем начинять помидорами черри, розмарином, обливаем оливковым маслом, обсыпаем морской солью и добавляем смесь 5 перцев. Разогреваем печь до 180 градусов. Подготавливаем овощи. Отрежем крупный слайс болгарского перца, большой сегмент баклажана, точно такой же большой сегмент цукини и разрежем отварной молодой картофель напополам. И укладываем все ингредиенты на противень. Обкладываем овощи вокруг рыбы. И ставим выпекаться на 20 минут. А пока запекается дорадо, я познакомлю вас с очень интересной закуской. С сырной корзинкой из пармезана, куриным филе и запеченными томатами. Для того, чтобы приготовить сырные корзинки из пармезана, нам понадобится 2 сковородки. В одну из них вы должны налить холодную воду. Вторую сковородку вы разогреваете и посыпаете ее сыром пармезан, который предварительно мы натерли. Как только сыр зашипит, сковородку необходимо будет поставить в воду. Делается это для того, чтобы сыр легко отстал от сковородки. И получилась красивая корзинка. Итак, сыр начал закипать. Мы его чуть-чуть жарим. Как определить, что корзинка уже практически готова, вы увидите белые пузырьки. Это и есть степень готовности сыра. Снимаем сковородку с сыром с плиты и переставляем ее в воду. Как только пузырьки перестали шипеть, снимаем сковороду с воды, выключаем, естественно, плиту. И при помощи силиконовой кисточки, если дома нет силиконовой кисточки, можно сделать при помощи любой лопатки деревянной, аккуратненько снимаем со сковороды. Печь такие корзинки желательно на тефлоновых сковородках, так как благодаря тефлону у вас получится хорошая золотистая корочка. Дальше нам понадобится обычная рюмка из-под водки. И пока сыр еще теплый, мы накладываем его на стакан. Нам понадобится 2 минуты, чтобы сырная корзинка из пармезана остыла и приняла свою форму. Пока остывает сырная корзинка, нарезаем филе куриное мелкими кусочками. Включаем плиту и обжариваем до золотистого цвета при добавлении оливкового масла, морской соли и смеси 5 перцев. Обжариваем при постоянном помешивании, займет это у вас не больше минуты. Пока филе обжаривается, берем помидор черри, разрезаем его напополам и запекаем также на сковороде. Запекаем черри мякотью к сковороде. А теперь нам осталось самую малость.
начинить сырную корзинку ингредиентами, которые только что обжарили на сковородке. Итак, сырная корзинка из пармезана остыла, приняла свою форму. Посмотрите, какая красота. И теперь мы выкладываем куриное филе. Хорошей, большой горочкой, не жалейте, это очень вкусное блюдо. И украшаем запеченным помидором. Сырная корзинка из пармезана готова. К этому блюду можно подать великое множество различных закусок. Но мы с вами сделаем маленький штрих в виде бальзамического уксуса, который подчеркнет вкус сыра и куриного филе. Пока мы готовили сырную корзинку, прошло 20 минут. И наша замечательная дорадо уже готова. Итак, готовую дорадо мы с вами положим на красивую синюю тарелку. Украсим рукколой. Слегка обольем оливковым маслом. И посыпем перцем. Блюдо готово!